казахстанском кино женские героини становятся тоже активные. Ты девушка, ты женщина, ты не должна играть. Я говорю, мне не надо. Но я почему-то шла с уверенностью, что меня возьмут на роль. И актрисы, для актера очень важно менять свои амплуа. Мен тайынбайтын едім. 20 килограмм болып арықта десе де. Как они завтра будут жить, это уже их выбор. Я из-за этого думаю, что, скорее всего, я бы пошла бы против течения. Не зря говорят, что лучший город на земле — это Алматы. Всем привет! С вами подкаст «Алматы, я люблю тебя». Сегодня со мной представительницы прекрасного пола, 3 замечательные актрисы, которые представляют 3 героинь 3 наших новелл. С нами Альмира. Всем привет! С нами Сауле. Салим. С нами Айдана. Салим, Берни. Рахмет большое, что пришли. И, Альмира, начнем с вас. Первый вопрос. Что для вас Алматы? Алматы для меня — это действительно первая любовь, потому что я родилась и выросла в Алматы. Я, наверное, постепенно, по мере того, как я его узнавала, открывала, я каждый раз по-новому продолжаю влюбляться в наш город, узнавать историю. Я, к слову, до сих пор беру отдельные экскурсии и гуляю по городу, узнаю какие-то улочки, дома. Ну и, конечно, для меня Алматы — это в первую очередь мой родной город, город моего детства, моей юности, город, где я люблю, где я стала мамой. На самом деле, у меня был опыт пожить в другом городе, и, конечно, очень сильно скучаю всегда. И, кстати, чем больше я путешествую, тем больше я убеждаюсь в том, что все-таки Алматы — это мой любимый родной город, где я хочу жить. Отлично. Альмираның сөздеріне қосып кететін басқа да ойларым жоқ, өйткені менің ойымдағы көп затты Альмира айтып өтті. Сол себепті Альмира да менің алғашқы махаббатым деп айтқан сияқты, Алматы қаласы да менің ең алғашқы махаббатым. Ең біріншіден ол менің академияға түскен жылдарым. Яғни ата-ананың үйінен шығып, өзімше самостоятельный бола бастаған кез. Жеке өмір, алғашқы мынау клубтарға бару, барларға бару, солай Алматы маған ашылды. Ал былай өзім Қапшағайда өскеннен кейін Алматыға жиі келіп тұратын кішкентайымнан. Алматыны өте жақсы білемін, сондықтан Алматы мен үшін алғашқы махаббат емес әрине, бірақ осы алғашқы өзімшілік, яғни жеке өмірім басталатын сәт, басталатын қала, актрисалық жолым басталған қала, жеке ісімді басталған қала, сол үшін Алматыны қатты жақсы көремін. Менде ерекше орын алады. Қазір Алматыда тұрамын. Как вы услышали о проекте «Альманаха»? И какова была ваша реакция, когда вы узнали, кого вы будете играть? Напомню, что каждая из присутствующих здесь актрис сыграли ключевые роли в своих новеллах. История знакомства с новеллой началась с Айгуль Аксамбиевой. Она является режиссером нашей новеллы «Мальчик с альбомом». Мы с ней были давно знакомы, но как-то так получилось, что мы на одном из мероприятий побеседовали, поговорили, и она тогда сказала: слушай, мы сейчас готовим один проект, там будет такая интересная роль, не хочешь ли ты попробовать? И она мне рассказала историю, мне очень понравилось, сразу скажу, что это очень трогательная, очень душевная история, и плюс то, что это, скажем, новелла внутри такого альманаха, как «Алматы, я люблю тебя», для меня это, было таким счастьем, такой честью возможность поучаствовать в таком проекте. Поэтому я с радостью согласилась. У нас были потом пробы, мы почитали сценарий, порепетировали, и тогда я точно уже была уверена, что я очень хочу сыграть эту роль, я очень хочу быть в этом проекте. Я очень рада, что я смогла внести частичку своей души, своего вклада в такую историю. Я была на тренировках. Мне позвонил кастинг-директор Ашок. Точнее, написал сообщение: идет кастинг, не могли бы попробовать. Я говорю, менің қазір уақытым жоқ. Я говорю, я только зашла, у меня всего час. Говорю, можно я чуть позже? Говорит, тем быстрее, тем лучше. Я говорю, окей. В общем, отпросилась у тренера, а там все танцуют, кричат, а я дверь закрываю. Говорю, можно я сниму? Говорю, всего 3 минуты. Мне отправили текст, и я, наверное, 3 дубля отсняла и 3 разных. И, в общем, отправила и утвердили где-то через 2 недельки. Почему я согласилась? Потому что там был режиссер Ален Ниязбеков. А я с ним никогда не работала. Мне было интересно поработать, потому что очень много наслышано было о нем. Какой он талантливый. Мы курик,
тем более короткометражный. Я вообще хотела отказаться от этой роли изначально, потому что я так устала играть роль мать-одиночки, где она все время плачет, либо она больна, либо с ребенком что-то случается. На самом деле это же было так модно, каждый второй этого снимал. И когда... Заэксплуатировали тему. Да, а когда я прочитала сценарий, я так подумала, Куринша, а вдруг это что-то вот другое? На самом деле это получилось прикольно. Сегодня с вами я хотел бы поговорить о женских персонажах в кино. Насколько вот от Тамирис до мамы Марьям, по-моему, назвали я. Да, Марьям, мама нашего мальчика. Они разные для вас. Как вы считаете, насколько сейчас, там, допустим, женские персонажи трансформируются в кино, да? На что идут тренды? Или вот что вы наблюдаете, как человек, который как бы в гуще событий находится? В первую очередь я хотела бы, конечно, отметить, что, слава богу, идет такая тенденция, что в казахстанском кино женские героини становятся тоже активные, да. У нас есть главный герой — это мужчины, а вот женщины вокруг помогают, да, там она жена, она дочь, она там еще кто-то, ну вот как-то вспомогательные. Женские героини, женские роли, они тоже становятся двигателями сюжета, и это очень классно. У меня было не так много проектов, в которых я играла как актриса, но сложно, конечно, сравнивать героинь, потому что они действительно очень разные. А единственное, наверное, что их объединяет, то, что они мамы. Я тоже, кстати, мама, и это, я думаю, самая такая, лично для меня очень трогательная, очень трепетная тема. Хотя, конечно, там и там мои героини такие, прям мамы-мамы, такие активные немножечко, с характером, боевые, очень близко ко мне как к личности. Я очень рада, что вот, допустим, моя героиня Марьям пробуждает любовь, желание к материнству, потому что я считаю, это прекрасное такое некое самовыражение женщины, да, вот стать мамой, воспитывать ребенка. Я всегда стараюсь как-то выбирать абсолютно разные роли, чтобы, во-первых, не застрять в каком-либо амплуа, потому что после Тамирис, кстати, была такая некая тенденция, меня звали на женщин таких, знаете, с характерами, стерв. Я говорю, вообще-то я могу быть другой, давайте посмотрим. Это заложник образа, да? Да, но слава богу, кажется, я чуть-чуть отбила, потому что у меня были еще другие роли, где я там более или менее помягче, скажем. У Адильхана я вас видел. Да, у Адильхана, кто не видел, я там просто курила и умерла. Это была роль 3 секунд, но Адильхан говорит, не бывает маленьких ролей, и я согласна с тем, что действительно не бывает маленьких ролей, но для меня это действительно абсолютно совсем другая была история, и совсем другая героиня. Вы Санжар Мади там просто вообще в других ипостасях. Да. Мен де бір амплуада қалғанды ұнатпаймын. Менше ол ешкімге жараспайды да. Актер ретінде, өнер адам ретінде де. Әртүрлі образдарды ойнаған кезде әр өнер адамы өзінің ішіндегі бір кішкене дүниесін қалдырып кетеді сол жерде. Не өзінің ішінен бір образдар тауып алады дегендей. Кейбір тіпті образдарымды, әрекеттерін жолда кетіп бара жатып біреуден көріп қалам, тым болмаса көршімнен көріп қалам, әлде балам мектебіндегі мұғалімдерден, не енді жан жағында қоршаған адамдардан көресің да. И оны алып келіп сахнаға өзіңнің ішкі дүниеңе кіргізген деген ол енді өте өзгеше. Мен үшін де бір амплуада қалған, енді ол дұрыс емес шығар енді. Бірақ Құдайға шүкір осы уақытқа дейін алған рольдарымның бәрі бір сарынды болған емес, әртүрлі. Шаманды да ойнадым, бұзық қызды да ойнадым, маманды да ойнадым, жас қызды да, медсестраны да дегенде, әр мамандықта. Мен бала кезімде армандаған екен, мен медсестра болам деп, врач болам деп. Бір уақытта мен военный адам болам деп армандаған екен. Қазір әке-шешем айтады, Құдайға шүкір, міне, актриса болдың, бәрін көріп жатсың деп. Шынында да әр образда, әр профессияны көру, сол актерлық шеберліктің бір ерекшелігі шығар. В целом, если мы будем говорить про женскую роль в казахстанском кино, это обширная тема. Я бы хотела это еще обсудить в дальнейшем. Вот, Тимирбек, вы меня не спросили, почему я согласилась, как я пришла на этот проект, как мне позволяли. Я бы хотела это с этой темой связать и рассказать. Просто мы ушли, перепрыгнули на другие вопросы. Я жду больше чуждость моя. Ну, если честно, вот говоря про вот эту тенденцию, что не хватает женских рук не только в кино, но в целом каких-то очень ключевых и связывающих социальных каких-то звенах, но мне очень понравилось, что когда мне еще на этапе кастинга отправили короткую сцену, и я ее, можно сказать, даже не играла, просто как бы через себя пропустила, прожила, и с первого дубля мы записали, тогда меня записал просто ассистент кастинг-директора, она предложила, может, перезаписать, я говорю, мне не надо, но я почему-то шла с уверенностью, что меня возьмут на роль. Да, я вам честно скажу, я еще тогда, то есть я вышла и говорю, это ассистентке кастинг-директора, я говорю, скорее всего, меня утвердят. Ну, то есть
Конечно, типа. Ну, потому что я поняла, что мне очень понравилось, как прописали главную героиню, то есть мою героиню. Мне понравилось, что мне сказали, что будет режиссерка Айгуль Ахсамбиева. И мне в целом рассказали, что это альманах, и то, что здесь столько много главных героинь. То есть вот мы сейчас сидим, и в каждом наших своих коротких метрах мы главные герои. Да. И это очень классно. И Спасибо вам за это. Да, и Тимбек. спасибо вам, Тимбек. Я вам так скажу, я больше скажу. У вас 4 героини, еще есть одна новелла, просто они сейчас не смогли собраться. Да, музыкальная музыкальная новелла, тоже да. девушка Шугла. главная героиня. Вам, да, вам от да. всех женщин просто большое спасибо, Рахмет, за это гендерное равенство, за такую возможность. У меня просто 3 девочки, 3 дочки. Да. Все проекты, которые вот сейчас снялись и вот только будут сниматься, это от лица мужчин. Но то, как сидели женщины дома, есть матери-одиночки, то есть, которые мы тоже затрагивали в нашем фильме, есть молодые студентки, которые жили вдалеке от дома своих, то есть где-то в общежитии. То, как они боялись, то, как они прошли какую-то жестокость, какое-то насилие на улице, то есть как-то и их же тоже задело. Почему-то мы с их стороны это не показали. И когда мне просто отправили вот сценарий, я просто была польщена, потому что в дни Кантара я лежала дома просто под одеялом, мне было очень жарко под одеялом, но я боялась и мерзла, то есть я понимаю, что от страха, от шума, и почему я не могу тоже какую-то свою историю это пронести через наш фильм, и когда мне просто отправили этот отрывок, я такая, так мне даже не надо играть, потому что я по сей день боюсь и фейерверков, звуков фейерверков, то есть для меня какие-то остались триггеры от тех времен, да, флешбеки, триггеры, и я понимаю, что, я хочу сыграть в этом проекте, и даже у нас были сцены, где я убегаю, лежу там на земле. Айгуль Ахсамбиева меня, конечно, изрядно потрепала бегать, но для меня это было нисколько не физически сложно, а именно морально, потому что я видела толпу этих мужчин. То есть это здесь тоже какой-то страх, как женщина в маленьком мире, ну, таком мужском мире, да? It's men's world, как все многие говорят. Это все еще сказывается в кино и в других каких-то других социальных институтах. И мне очень нравится, что с нашим фильмом «Алматы, я люблю тебя» как будто бы началась меняться тенденция, и началась тенденция больше женских ролей, как главных ролей, как-то это стало больше идти вперед. И в моей карьере это также случилось. Допустим, мне сейчас приходят призывы в разные кастинги, где там мужские роли, они второстепенные. Женщина-детектив, я не знаю, там девушка, которая во время военного времени, как она жила, то есть как она презентует себя. И такие роли, они сейчас больше начали выходить в моей проекции, я не знаю, как в проекции других актрис, и меня это очень сильно радует, потому что я сама по своей профессии режиссер, продюсер кино и ТВ, то есть я окончила 5 лет по этой специальности, и для меня очень близко было в целом рассказывать женские истории. Все мои короткие метры, которые я сняла как режиссерка, для меня они тоже очень важны, потому что это тоже какой-то, знаете, внутренний голос, который кричит и говорит, давайте мы уже поднимать будем женских ролей. Когда меня утверждают на роли красивой девушки, которая должна сидеть как украшение рядом с главным героем, для меня это уже какая-то задевающая меня тема. Я уже от многих таких ролей отказалась только уже за прошлый год. Это, наверное, какая-то моя внутренняя оппозиция в целом, внутренний протест, который я могу сама как актриса, во-первых, нести. И, во-вторых, это как сценаристка начинающая, потому что я сейчас написала пару историй, которые сейчас уже разрабатываются, и, дай бог, будут сниматься. И то есть я там уже начала с истории маленькой девочки. То есть маленькая девочка против всего мира. Как оказывается, что там ей не надо быть против всего мира, потому что, сначала это такой вот просто призыв к действию, а дальше это уже как история того, что нет, мир не на стороне мужчин, мир на стороне там, где ты хочешь это себе как бы чувствовать, знать. И поэтому для меня очень важно было, что и «Алматы, я люблю тебя», и последующие другие проекты очень будут нести вот эту главную загвоздку, что давайте уже женщина будет передовой, давайте мы с ее историей, с ее взгляда рассказывать будем какие-то важные для нас социальные темы. Я думаю, что в чем логика обычно? Допустим, ключевые решения принимают там генеральные продюсеры или люди, которые выделяют финансирование на фильм. Как правило, часто бывает это мужчины. Да. И часто решение принимается не исходя там из интересов актера,
а просто там по экономическим параметрам, по тому, что почему люди придут или не придут. Вот почему мы говорим о том, что одни и те же темы, одни и те же жанры и одни и те же образы все время эксплуатируются. Потому что люди знают, допустим, для продюсеров что важно, для кинопрокатчиков, что этот образ работал. Давайте еще раз этот образ заэксплуатируем. Зачем идти куда-то, что может нам не выстрелить? Потому что кинобизнес — это высокорискованный бизнес. Классно же, когда ты зарабатываешь при этом, то есть работаешь на любимой работе и зарабатываешь достойно, как-то и себя хвалишь в этом, блин, я достойно получила эти деньги, да, и также и зато ты заодно подарила людям что-то вот полезное. Да, я про что говорю? Про то, что часто, наверное, люди, люди, принимающие решения, не всегда хотят рисковать. Это же вопрос риска. Еще важный ключевой момент, у нас мало женщин-сценаристов. В целом сценаристов в Казахстане очень мало. В целом, да, мало. Да. У нас, например, много режиссеров, много актеров и актрис, но вот именно вот эту вот прослойку сценаристов достаточно мало, а женщин-сценаристов еще меньше. А кто, как не женщина, может рассказать женскую историю? То есть мужчины, конечно, они же себя все равно видят, или там, они проживают свою жизнь, у них какие-то свои истории, ситуации, соответственно, у них получаются мужские истории. Но у нас, например, не так много женщин-сценаристов. Вот, и например, также и режиссеров. Допустим, фильм «Бахыт». Я считаю, что это один из очень крутых фильмов в нашем казахстанском кинематографе и такой достойно представленный и на мировом уровне. Там вот, например, соавтором сценария была Асим Жапишева. Она настолько честно, настолько правдиво рассказала женскую историю, женскую боль. Я больше чем уверена, допустим, только мужчина так бы эту историю не рассказал бы. И только мужчина бы не смог бы вот это вот все наизнанку вывернуть. Просто потому, что он видит этот мир другими глазами. Поэтому я думаю, что нам нужны истории женские, и нам нужны сценаристки. Я вот если я работаю в кино, так уж посчастливилось мне поработать, конечно, в качестве актрисы и по сценарию. У меня есть несколько историй, которые я впишу, что называется, пока в стол. Но там, конечно, опять-таки, там у нас главная героиня женщина, девушки, да, потому что это мой мир моими глазами, да, будучи девушкой и женщиной. Я надеюсь, что мы сможем, женщины, сделать наше кино такое, где главная героиня, где главный двигатель сюжета будут все-таки девушки и женщины. И это очень здорово. То есть, мне кажется, это такой классный вызов для других творческих людей, возможно, кто пишет, возможно, кто хочет быть, допустим, сценаристкой, хочет быть, допустим, режиссером. Вот в нашей истории тоже режиссер Айгуль Аксамбиева, да, то есть тоже, это действительно такой, чисто такой гендерный вопрос. Но мне кажется, если нас будет больше, и историй будет больше. Одна была маленькая история с моей дочкой, когда она хотела играть в футбол, а ее не берут играть в футбол. И нету женской команды. И я вижу, что мне больно как отцу смотреть, что у нее получается это делать, а все вокруг, как стереотипы, говорят о том, что ты девушка, ты женщина, ты не должна играть. И вот этот момент меня очень сильно триггернул, что, получается, женщины каждый день сталкиваются с определенным, так скажем, не ущемлением, наверное, с борьбой с стереотипом. Какие-то навязанные стереотипы, что там женщины не могут, женщины не должны, женщины, как вы говорите, должны быть на вторых ролях. Но на самом деле сейчас, наверное, ситуация меняется. И наш альманах, кстати, он тоже призывает к тому, чтобы, по крайней мере, женский голос и женщины как личности, как персонажи, как героини, они были услышаны и увидены. И зритель, который придет, он увидел и вдохновился где-то той же Сауле, которая, несмотря ни на что, борется с этим жалгасом, пытается отстоять свое право под солнцем, так скажем, да. Да, бір жағынан бар ғой, осы біз көбінесе қазақша айтқанда сүттің бетіндегі қаймағы актерлар мен режиссерлар болып қана қалады. Әрқашан айтамын, оның мысалы кадрдың артында жұмыс істейтін тек қана біз ғана білеміз ғой, халық білмейді.
оның ар жағында гримерлар да бар, админ да бар, бізге шай әкеп беріп жүретін кісілер де, оператор кісілер, звуктағы да, иә, қаншама адам бар. Ол команда жиналғанға дейінгі қаншама үлкен жұмыс болады. Мысалы, олар текст оқиды, әрқайсысы өзіне бір задачаларын алады. Сол себепті бұл фильмнің енді сәтті шығуына ең басты бірінші актерларда бар, әрине, режиссерларда, дегенмен де ол командасыз біз ешкім емеспіз, біз емес, команда басқа ешкім емес. Сол себепті көп рахметін, тағы да абыройын сол командаға арнасақ па деген менің жеке ойым енді. Сол команданы жинаған Темірбек. На самом деле Жоқ, идея сізден келіп отыр ғой енді. Да, у нас группа людей, вот, и группа продюсеров и сценаристов, да. Жоқ, негізі көрермен білмеуі мүмкін, бірақ Темірбек мырза ол Астанада тұрады. Көп команданың жартысы бәрі Астанада тұрып, осындай оқиға, осындай Командаға деген махаббат. Осындай история жазамыз, түсіреміз деп келген кісілерге үлкен құрмет. Себебі Алматыда біз тұрып жүріп ондай фильм түсірмедік. Сіздерге көп рахмет. Негізі Астанада тұрып осындай тамаша команда жинағандарыңызға ол үлкен, мысалы, айта кететін жайт. Оның үстіне бізде кино аяқталғаннан кейін өте жақсы шапка болды. Онда айта кету керек, өйткені қаншама сол жаңағы сіз айта кеткен команда бар, солармен бірге бір дастарханда құр жұмыс арқылы емес, осылай көзбе-көз тіл табысқан өте қызық болды. Олардың тараптарынан да фильм қалай шыққанын біз естіп жатырмыз, актерларға ол өте маңызды. Сондықтан осындай іс-шараларға, мерекелерге де көп рахмет. Ол подкаст қана емес, ол кезде болған шапкалар болсын, номинациялар болсын, ойындар болсын, бәрі өте қызық болды. Спасибо, Айдана. Я еще раз скажу, что на самом деле вот этот проект для нас, он очень творческий проект. То есть мы не преследовали цель и не знали, и не знаем, что у нас в итоге получится там по кассе, по заработку и так далее. Но изначально мы хотели и шли на этот проект, что мы его сделаем наилучшим образом. Все, что в наших силах будет сделать, начиная от разработки сценариев, подбора режиссеров, сбора команды. Большой рахмет я хотел бы Ашока отметить. Аслбек, наш кастинг-директор, который не с первого дня подключился, чуть позже, но благодаря нему мы смогли прекрасный каст собрать, прекрасных актеров. На каждой позиции, в каждой новелле, все-таки украшением каждой новеллы были вы и ваши партнеры. Вот. Поэтому большое спасибо за то, что вы приняли этот рискованный проект, потому что сейчас мы сидим, когда фильм готов, все смеются, улыбаются. А тогда это была неизвестность, тогда это было непонятно, что за короткометражки, что из них получится, сколько проектов проваливалось на самом деле. И мало кто в это верил. Вот. И вот сейчас, когда мы видим, что, как Сауле правильно заметила, участие каждого человека хоть немного, да, будь это техники, механики, там, ассистенты по массовке. Поэтому все сложилось. Вот. Потому что есть же, говорит, когда у тебя правильные намерения, то и итог, и результат получается очень правильный. И этот фильм, на самом деле, это признание в любви в Алмате. От всех Самое нас. главное. Да, потому что на самом деле любой город, если взять, не в обиду любому городу, если его не будет вот в Казахстане, как-то, ну, Казахстан ты представляешь, но если ты Алмату уберешь, вот представьте, нету Алматы в Казахстане, как будто нет души. Не зря говорят, что лучший город на земле — это Алматы. Вот реально, где бы это не борьба между Астаной и Алматы, но реально вот... Ну, честно, мы лучше. Хотели бы. В конце Алматы лучше, да? Ой, Майка, ты белес баста. Напишите в комментариях, какой город лучше. Не, ну серьезно, я очень часто путешествую и всегда үйге тартып тұрады, Алматыға тартып тұрады. Алматының тамағы, бізде мысалы ең көп әдемі заведениялар бар, иә? Оған қоса кішкентай заведениялар да бар, ол жерден де тамақтануға болады, саябақтар бар, адамдар бар. Знаете, да, пословица русская есть. Каждый кулик свое болото хвалит. Әр қаланың өзінің әдемілігі бар да, бірақ менің естуім бойынша соңғы кезде көп біздің аналарымыздың да, әкелеріміздің, үлкен буынның және бізбен жастылардың бәрінің айтатыны: менің алғашқы махаббатым Алматыда болып еді, арман қуып келіп едім. Помнишь, анау бар ма, мынау бар ма, ана жер орында тұр ма, мына жер орында тұр ма, ана көшенің атын өзгерді ма дегендей бәрінің ойындағы тек қанандай жақсы ойлар қалғанды, махаббатпен қарайды қалаға. Сол себепті енді біз өз қаламызды мақтаймыз, әркім өз мемлекетін мақтайды дегенде, қаласын, туған жерін.
енді жақсы болып қала берсін Алматы. Почему зритель должен прийти на «Альманах»? Альмира, как вы считаете? Ну, Каждому задать. В первую очередь, потому что это очень добрый фильм о главном. И главное здесь не только город, который упоминается в названии. Главное — это люди, герои, их истории. И все истории очень трогательные. О любви, о дружбе, о мечте, о материнстве. Я думаю, что каждый зритель найдет свою историю, найдет себя в наших героях. Каждого она обязательно тронет. Я думаю, что у нас еще такая палитра новелл настолько разная, что если вы любите что-то в стиле экшен, и это будет. Если вы любите что-то слезливое, у нас и это есть. И я думаю, что это в целом картина, которая, наверное, объединяет, трогает. И я уверена, что наши истории не оставят вас равнодушными. Просто даже за какими-то новыми эмоциями, ощущениями прийти стоит. Мы очень ждем и приглашаем. Сауле, сізше? Я думаю, что әр адам Алматы менің алғашқы махаббатым дегендей өзіне ұқсас образдарды, өзінің өмірінен өткен оқиғаларды сол біздің фильмге келе отыра әр адам өзінің өмірін сәйкестіре отыра көре алады. Алматыда әр жастың осы жақта оқыған әр келген адамның бір кішкене ғана түйірі болса да сезімі, махаббаты осы жақта қалды. Ойында жастық кезіндегі, бала кезіндегі әке-шешесінің айтып отырған әңгімесін келіп көрмеген болса да, Алматы қаласын әр адам армандайды. Сол себепті келген адам бұл біздің фильмнен жан-жақтылы Алматы қаласының махаббаты мен көркемдігін, әдемілігін, тазалығын, бүкіл позитивті атмосферасын көріп кетеді деп ойлаймын. Сол себепті келу керексіздер. Сауле, и вы уже, то, что я хотела сказать, призыв к нашему фильму, это то, что, да, это главное здесь герой, это не Алматы, а люди, которые живут в городе Алматы, то, как Алматы изменилась. И мне вот хочется сказать, чтобы, это же еще будет во время весенних каникулов показываться, чтобы... Это 8 марта еще. Еще 8 марта, да. Қаншама ауыл аймақтарда тұратын үлкен апа-аталарымызды кинотеатрларға шақыру. Именно біздің киномызға, себебі олар да жас кезінде ескі Алматыны көрді. Қазіргі Алматының өмірімен салыстыра келе, Алматы қаншалықты өзгерді, қандай адамдар тұрады. Мүмкін бұл оқиғалар олардың да жастық кездерінде орын алған шығар. Яғни сол себепті Алматыға келетін туристер, Алматыға келетін Қазақстан түкпір-түкпір аймағынан келетін жаңағы жандар міндетті түрде біздің киноны қарау керек сияқты. Өйткені көбіне Алматы ол тек қана Көктөбе мен Медеу, Шымбұлақ. Бұл жерде қаншама біздің әдемі локацияларымызды көрсетеді, қаншама сол локацияларға байланысы бар жандардың өмірін көрсетеді, яғни алматылықтар қалай тұрады, олардың өмірлері қалай жүреді, ритмдері қандай, осы фильмнен ақ көріп байқауға болады. Сондықтан біздің киноға көруге сіздерді баршаларыңызды шақырамын. Міндетті түрде келіңіздер, көріңіздер, бізбен бірге бұл оқиғаларда өмір сүріп көріңіздер. Соншалықты Алматыны тек қана бір фильмнен көруге, білуге болатын сияқты. Аминь. Спасибо. Все, до свидания.